Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои лучшие друзья. Сегодня с вами я, мама Гуля. У нас в районе. Сейчас медосмотр прошли и приехали выбирать детям тюли. Хочу обновить все. Пусть будет у них все прекрасно. Приехали мы за ягодами с мальчиками. На часок. Ненадолго. Вот наша природа. Красотища. Ягод здесь не очень-то много, потому что у нас засуха. Вот. Мелкие, вот очень мелкие ягоды. Но я немножко собрала. Комары кусаются, мухи кусаются. Вот ягоды мелкие. А вот зверобой. У вас как называется? Не знаю, у нас зверобой. Сейчас немножко соберем с мальчиками, сыночками моими. В лесу, конечно, очень хорошо пахнет. Свежий воздух, травами разными, ароматами. Вот это у нас матрешкой называют. У вас как, я не знаю. Но у нас эта матрешка мало растет уже. Это чай мы пьем с матрешкой. Немножко нарвем, сколько видно. А больше и не видно. Ой, какой аромат тут. Красотище, вкуснотище. Очень вкусно пахнет. Одна подписчица мне пишет в комментарии. Я тоже в Башкирии живу. У нас дожди. У нас нет дождей. Вот посмотрите у нас, как все сохнет. Видите? Травы все желтые. Ягоды мелкие. Все сохнет. Да, мелких ягод я и не люблю собирать. Мальчики уже на машине сидят. Комары кусают мальчиков. Сейчас я немножко зверобой нарву. Вот я нарвала немножко ягоды. Всего пол-ведра. Даже меньше. Немножко березу нарвала. И душистый букетик. Это чай. Можно чай сделать. Запах такой вкусный-вкусный. Еще вот здесь нарву.
вкуснотища. Аромат такой вкусный, вкусный. Высушим. На зиму приготовим. Еще матрешки такие надо будет собирать. Где-то душицы называют, ну, у нас матрешкой называют. Вот они. У матрешки аромат еще вкуснее. Все. Закончили ремонт у мальчиков. Вот такие обои у них. Они сами выбирали. Обои хорошие. Можно даже мокрой тряпочкой протереть. Потолок у них натяжной. Еще плинтусы здесь надо будет клеить. Тюли я им заказала. Новые. Здесь у них шкаф с книжками. Они занимаются. Шифонер для белья. Хочу линолеум постелить здесь. Все будет красиво, я думаю. Здесь вот белые обои. Рисунки такие же. А здесь одна стена серовато сделали. Закончила и здесь ремонт. У меня одна сторона вот с узором. Остальные стороны компаньоны без узоров. Цвет какой-то, не могу сказать коричневатый, не могу сказать сероватый. Без блесков, очень даже хорошо. Освежила тюль. Диван тоже хочу поменять. Он уже старый. Вот мой ремонт. Потолок я не стала менять, потому что этот потолок не натяжной. Когда-то сделал мой сын. Сын у меня всего умел. Вот он мне как сделал. Потолок белый. Тут видео не так видно. Вот и все. Ничего лишнего. Линолеум у меня нормальный. Пойдет пока на несколько лет. Мне очень понравились обои. Красота. Здесь видно вот немножко розоватый.
А так-то не розовый. Не могу сказать ни коричневый, ни розовый, ни бежевый. Не знаю, какой цвет. Сероватый, по-моему. Это мне Роза купила. Вот и все. Что скажете, мои любимые подписчики? Ничего лишнего нет у меня. Не люблю лишнее что-нибудь. Воздух будет почище. Че махаешь? Всем привет. Всем привет передаешь? Да. Молодец. Вот и все. Вот и у мальчиков тюль сшили. Принесли только что. Здесь мне нужен взять салават. Здесь, когда ремонт делали, я гвозди убрала. Сейчас он приедет после работы, мне сделает. И мы повесим гардины. Тюль вроде ничего. Опять-таки они сами выбирали. Им нравится. Я не смогла отказать. Чисто белый, спокойный тон. В комнате стало намного светлее. Что-то они все белое захотели. Молодцы. Пусть у них в жизни все будет белое, пушистое. Нравится тебе? Да. Да. Владику тоже. Владику тоже нравится, да. Тебе нравится? Да. Пачкать не будете комнату? Нет. Убираться будете? Конечно. Вот попозже сделаем другой спальный ремонт. Там нам придется пол менять. Там мужские силы нужны. Там оборудуем. И второму будет комната. Пока на двоих одна комната. Вот такой красоте отдыхают мои внуки. Вот. За такую красоту кому спасибо скажем? Тетя Розе. Тетя Роза. Большой привет. Молодец. Большущий привет. Тетя Роза вас смотрит. Подписчикам тоже привет передаем. Угу, молодцы. На этом я свой влог заканчиваю. Всем пока-пока. До следующих встреч.